Приветствую всех у себя на канале. Наконец-то я выпустил первую версию программы DOS. Версия будет называться 1.2, что означает, что в программе примерно 1 миллион 200 тысяч слов. По идее, с программой еще нужно будет работать. Ну и не по идее, а с ней нужно будет работать. И буду продолжать работать, потому что сейчас еще до идеала далеко, до переводов. Значит, программа находится на сайте Половни Софт, который я создал. Вот такое вот название. Думал, как назвать. Если сильно мне это поднадоело, решил вот так вот. Вот так вот программа выглядит. Описание программы. Здесь нажимаете кнопку «Скачать DOS версия 1.2». Выберите «Сохранить файл». Поскольку она у меня уже скачана, я не буду нажимать «Ок». Нажму «Отмена». Вы «Ок» нажмете. Так, дождались, пока программа скачалась. У вас в папке загрузок вашей будет вот такой вот архив. Вы его на рабочий стол лучше всего вытащите, чтобы удобнее было с ним работать. И должен быть у вас архиватор стоять, WinRAR, чтобы можно было разархивировать папку. Так, открыл WinRAR папку. Здесь нажимаем «Извлечь файлы» обязательно. Извлечь файлы из архива. Так, вот у вас на рабочем столе вот такая папка появится. Здесь вот у вас инструкция будет по установке программы. Внимательно ее будете читать. Здесь, правда, не указано, что нужно в архиваторе нажать кнопку «Извлечь файл из архива». И это обязательно нужно будет сделать, потому что неизвестно, там, куда файл у вас разместится, тексты, сейчас вы увидите, которые будут создаваться. Так обязательно скачивайте файл только с моего сайта, чтобы, если программу взломают, чтобы там не было помещено некорректных переводов в программу. Здесь запустить проект установщик Setup DOS. Дождитесь установки программы. Так, Setup DOS, это вот этот вот файл у нас. Запускаем его. Здесь нажимаем «Далее». Читаем лицензионное соглашение внимательно. Нажимаем «Далее». Хотите, оставьте этот путь, хотите другую папку выберите. Но лучше как по умолчанию, потому что нам этот путь понадобится, чтобы легко было запомнить. Далее. Далее. Так, внести изменения, да. Так, готово. Так, программа, здесь такое сообщение выходит: воспользуйтесь Windows Update с целью проверки наличия важных обновлений для Net Framework. Но если у вас Windows 7 или Windows 10, то они у вас уже есть. Это для корректной работы программы. Так, у вас на рабочем столе вот такой значок появится. Программа пока еще не готова к запуску у вас. Если вы нажмете его, то вот такое сообщение у вас выйдет. Теперь читаем дальше. Запустить приложение HID. Приложение HID создаст текстовый документ Hardware ID. Так, и это у нас HID, вот этот вот. Вот это приложение. Запускаем его. Вот Hardware ID у вас создал документ. Теперь открываем нашу папку с установленной программой в компьютере уже. Помните, да? C программ Files.
Так, C программ Files, Половнев, Soft, DOS. Вот она. Так, теперь из папки, которую мы скачали из интернета, копируем вот этот вот файлик. Копировать. Он у вас весит 17 мегабайт с лишним, почти 18. И сюда вставляем. Копирую замену, да, соглашаемся. Продолжить. Готово. Теперь hardware ID тоже копируем. Вставляем сюда. Продолжить. Теперь вот этот файл hardware ID. Все это в папка, которую мы скачали с интернета, она нам больше не нужна. Файл readme только у нас вот открытый остается. Сейчас мы будем еще с ним работать. Так, текстовый документ hardware ID и ваши фамилия, имя, отчество. Можно только имя, отчество и первую букву фамилии. Если это нужно для того, чтобы знать, что именно от вас поступил платеж. Вышлите на электронную почту разработчика Стилегион, Яндекс.ру. Напечатайте тему письма, активировать дождь. Ну, желательно. Вот такое, чтобы я знал, по какой теме письмо пришло. Значит, дальше, смотрите, хотите ли сразу оплатите. Так, оплачивайте лицензию. Как только вижу, что поступил платеж, вот этот файл лицензии, вот этот вот, вы помещаете в папку вот в эту с установленной программой, и потом вот этот значок запускаете, щелкаете по нему, и все, программа у вас начинает работать. Ну, программа у вас будет вот так вот выглядеть. Так, ну вроде все объяснил. Лишь если что-то непонятно будет, то тогда потом уже через почту будем общаться.